Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, давайте сегодня сделаем такую отсыпочку на такую тему. О чем хотят предупредить вас ангелы? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, о чем хотят предупредить меня ангелы. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, о чем хотят вас предупредить, что хотят сказать, о чем хотят предупредить вас ангелы. Так, послушайте. Здесь идет очень серьезное предупреждение тем, кто в браке, в семье, в отношениях. Прям очень серьезное. Тут выходит именно семья, которую нужно беречь, семья, которую нужно охранить. Здесь несколько вариантов, я вам все озвучу. Во-первых, начну прям со середины, потому что считаю, что это очень важно. Здесь три вот глобальных рисунка, которые прям так четко нам дают информацию, но я начну с этого основного. Здесь именно у женщины, у девушки какой-то, вот знаете, ну хочется сказать, критический период, да? Нервы, эмоции, нарушенная какая-то вот стабильность психическая. Может быть, у вас проблемы с гормонами, может быть, так называемый ПМС у вас, может быть, вы просто физически устали все на себе тащить, устали от того, что вы очень много работаете, никто вам не помогает, ничего не меняется, только вот хуже. У кого-то могут быть финансовые очень тяжелые проблемы. Здесь такое впечатление, что человек уже потерял счет времени и иногда не понимает, где он находится, ночь, день, который час, да, кушала я сегодня, не кушала, там, пила, не пила. То есть, понимаете, здесь женщина просто себя потратила, чуть ли не в нолик ушла. Понимаете, вот такой момент, такой период, очень плохой у женщин период. Опять же таки, да, очень много работы, очень много дел, либо много обязанностей, либо много проблем. Вот женщина на себя взяла абсолютно все. Там, львиную долю всех проблем, ну какую львиную, все, наверное, все проблемы, все на ее бедную головушку и на спинушку упали, понимаете? И женщина, ну, не контролирует себя, не контролирует уже свои эмоции, тоже как последняя стадия, да. Здесь очень легко принять решение, которое может перечеркнуть всю вашу жизнь. Причем так, не то что перечеркнуть, расчеркнуть, да, поделить на до и после. Девочки, я вас умоляю, вот кто себя узнал в этой ситуации, не рубите с плеча, пожалуйста. Вам нужен отдых. Если есть у вас такая возможность, отдыхайте, поезжайте куда-нибудь, хоть там за город на дачу, хоть, может быть, там к маме, да, хотя бы там денек, где-нибудь отсидитесь, отлежитесь, отоспитесь. Вам нужно пополнить свои силы, свою энергетику. Потому что в том состоянии, в котором вы находитесь, вы можете совершать фатальные ошибки. У кого-то это может быть ревность, у кого-то это какая-то обескравливающая, да, неправильно, наверное, сказала, вы уж простите, да, вот может быть за мужчину вы боролись очень долго, соперницей, да, либо вот как бы за внимание мужчины боролись, а у кого-то наоборот, мужчину долго очень заставляли что-то делать, чтобы там ходил, зарабатывал, деньги нужны, да, может быть там кредиты, какие-то обязательства у вас есть. Здесь вот именно усталость, очень сильная усталость. В этом состоянии, во-первых, не принимайте никаких решений, никаких, абсолютно никаких. Второй момент, не надо
радикалить, понимаете, вот что все, я устала, не хочу, ухожу, убирайся, разводимся, расходимся, больше мне ничего не надо. Пройдет время, вы восстановитесь, вы будете жалеть об этой ситуации. И у многих может так отыграться, что назад уже не отмотаешь и назад уже не вернешь. Мосты будут сожжены. Поэтому, как сильно бы вам не хотелось, как сильно бы вас, как говорится, не подмывало на какие-то такие вот острые действия, избегайте этого. По крайней мере, в ближайшие 2 недели постарайтесь очень тихо сидеть, да, на попе ровно, без вот таких вот эмоций и без таких эмоциональных качель. Очень это важно. Держитесь, крепитесь, я не знаю, подушечку прикусывайте. Хотите, я не знаю, там уходите, покричите где-нибудь на стену, да, либо там на дерево. Очень важно это делать. Берегите себя, берегите свою семью, берегите свое окружение. Потому что здесь, ну, эмоции зашкаливают. Такая энергия сумасшедшая, забродившая, может, как вы знаете, в любой момент взорваться. Вот такой момент. Это вы. Вы можете в любой момент взорваться. Мужчина ваш, который там, например, с вами рядом, он также старается, он также устал, но он как-то по-другому относится к жизни, по-другому относится к ситуации, в принципе, ему попроще. Он быстро восстанавливается, у него есть какие-то свои там уловки, как ему там восстановиться, прийти в себя. У вас нет. Поэтому ангелы вас предупреждают. Никаких конфликтов, никаких таких жарких, ярких споров и никаких решений не должно быть принято в ближайшие 2 недели. Вообще никаких. Лучше отдыхайте, лучше, не знаю, там любую свободную минуточку посидите, глазки закройте, отдохните, напитайтесь силами, напитайтесь энергетикой, пейте побольше водички и, если есть возможность, посещайте бассейны, да, либо душ, да, опять же таки очень хорошо. Водичка, 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 водичка. Она будет и чистить, и восстанавливать вас. 2 недели. Вот с момента просмотра этого видео. 2 недели. Пожалуйста, вот прям народ, да, замок повесьте и будьте очень тихо и спокойной. Это первый момент важный. Второй важный момент. Вот, видите, вы в центре, в эпицентре, хочется сказать, событий. У вас как будто бы 2 человека, либо 2 дела на руках. 2. Вот один, да, а вот он второй. Либо второе дело. Одно покрупнее, поважнее может быть связано с семьей, либо с вашей личностью, а второе помельче, но не менее важное дело. Послушайте, у вас здесь по второму делу, которое менее, например, важное, либо не связано там лично с вами, либо с вашей семьей, здесь вам мешают. Здесь есть помехи, здесь есть человек, который вам реально мешает, может быть, даже группа людей, которые специально вот создают какие-то неприятности, да, палки в колеса вам вставляют. Вы, возможно, знаете, возможно, совершенно не знаете об этом. Лучше к этому делу, к этой ситуации присмотритесь. Потому что у меня такое впечатление, что вам готовят какие-то ловушки, какие-то западни, какие-то капканы. Вы справитесь с этим делом, но какой ценой и сколько времени вы на это потратите? Здесь, прежде чем делать это дело, либо заниматься этим делом, очень хорошо бы было с кем-то посоветоваться, обсудить эту ситуацию. Может быть, с каким-то профессионалом, может быть, с человеком, который хороший вам друг, товарищ, да, который бы со стороны посмотрел и дал вам адекватный совет. Потому что вы чего-то не замечаете. И то, что вы не замечаете, может быть для вас, ну, скажем так, крайне тяжело в исполнении, либо оттянет этот момент исполнения. Вам здесь мешают. Абсолютно. Вот как хотите, мешают вам. Если на работе что-то не получается, опять же таки, какие-то завистники, какие-то коллеги, либо начальник, кто-то вот прям специально что-то делает, чтобы у вас не получалось. Кстати, у кого-то может отыграться, что у вас есть негатив в виде, там, может быть, какого-то подклада, либо какого-то жуткого сглаза, либо, ну, знаете, как клевета, может быть, да, вас могли оклеветать, сплетни какие-то могли пойти. И это все влияет на ваше дело, на вашу ситуацию. Со стороны близких людей, со стороны тех, кто вас любит, кого любите вы, либо вашей личности, да, дело, либо ситуация. Здесь у вас все получится, вы на правильном пути, все делаете правильно. Здесь вы должны больше доверять своим ощущениям, своему внутреннему состоянию, да, своей интуиции, своим снам, своим чувствам, понимаете, вот по чувствам можете ориентироваться. И, конечно же,
здесь будет результат гораздо быстрее, если вы будете с кем-то, скажем так, делиться, либо делегировать свои обязанности, либо полномочия отдавать. Здесь важно, чтобы у вас был помощник, который бы вам физически помогал, да, физически. И если это дело касается, например, каких-то, может быть, оплат, выплат, там, опять же таки, закрытия, может быть, кредитов, либо какой-то вашей работы, вашего бизнеса, здесь очень хорошо привлечь прям родственников, да, это могут быть там взрослые дети, это могут быть там сестры, братья, но не муж. Мужа не надо привлекать. Вот прям, чтобы по крови близость была. Вот это будет замечательно. Здесь вам помогут, здесь вам подскажут. Так, еще момент какой-то помощи финансовой. Либо вы кому-то будете помогать, либо кто-то вам будет помогать. Здесь не нужно брать, либо давать больше, чем вы можете дать. Понятно, желание там помочь, либо необходимость, да, могут толкать на разные виды просьб, либо на разные виды помощи. Вы вот кого любите, вы там последнее отдадите, в душу отдадите, понимаете, там трусишки последние себя снимете. Это неправильно, абсолютно неправильно, потому что отдавая последнее, вы ведь не только отдаете материальные блага, вы еще отдаете частичку себя, своей энергии, своей удачи, своего здоровья. Об этом всегда помните. Помогать хорошо, но не нужно прям в ноль уходить, да, уж тем более в минус. Всегда об этом помните. И то же самое, когда вы будете у кого-то просить помощь, старайтесь просить столько, сколько вам будет комфортно возвращать, отдавать, чтобы вот потом, ну, не потерять связь с этим человеком. Так, последний у нас тут важный рисунок, говорит о защите, о защищенности. У многих отыграется ситуация расхода, развода. Ну, тут, конечно, не развод, редко у кого развод будет, но больше как расход с человеком, который нравился, с которым была симпатия, либо желание построить отношения. Кто потеряет отношения, кто разойдется, разведется. Вот эта ситуация, она по судьбе, вы должны ее пережить. Потому что в данный период времени либо вы, либо ваш партнер не готовы к отношениям. Здесь через потерю, через какое-то осознание вы должны будете через время опять сойтись и встретиться. Здесь встреча будет однозначно. Здесь, знаете, как вернетесь, да, вы вернете эту ситуацию, но уже как-то в другое время, по другим каким-то соусам, да, в другом состоянии. Переживете вы эту ситуацию, здесь не нужно расстраиваться. Здесь смотрите, как с новым месяцем, с новой луной человек назад вернется. Либо, если вы поспорили, поругались, да, ну, не договорились, допустим, да, о какой-то теме, человек там ушел, хлопнул дверью, то с новым месяцем, первые даже, да, дни новолуния, человек к вам вернется уже с улыбкой на губах, с какими-то признаниями, с подарочками, с подношениями и с решением этой ситуации, которая вас развела. С вашей стороны никаких действий не надо. С вашей стороны только лишь принять ситуацию так, как она есть. Да, когда, вот, например, расходитесь, либо когда человек придет с тем, чтобы просить у вас прощения. Здесь у вас еще за спиной еще один человек есть, который вас очень сильно любит, но какой-то блок стоит между вами. И человек бы жизнь свою отдал, лишь бы была, не знаю, возможность с вами побыть хотя бы там несколько минут, рассказать о своих чувствах и эмоциях. Вот человек, он как будто бы не свободный, может быть, слишком закомплексованный, может быть, действительно у него есть семья, свои отношения. Вот этот человек, он вам что-то либо напишет, либо как-то вот проявится, скажет. Редко у кого отыграется, что это будет признание в любви, но у других больше как предложение помощи, либо какой-то странный разговор, когда вы все поймете, что человек, ну, в вас влюблен, и человек в вас нуждается, хотел бы быть с вами как-то близко рядом. А человек проблемный, сразу вас предупреждаю, говорю, человек очень проблемный. И здесь та именно ситуация, что лучше оставить как есть, да, лучше не идти в эти отношения. Ну, можно общаться, я не знаю, там как-то косвенно дружить, но не более того. Особенно если у этого человека есть жена, семья. Здесь вы рискуете нажить себе, ну, каких-то прям врагов, да, врагов в лице там его жены, там, может быть, свекрови его, может быть,
свекрови, тещи, да, теща, по-моему, называется. Там, может быть, дети, да, его могут вот прям как-то озлобиться на вас, хотя вы тут ни при чем и ничего плохого не делали. Особенно будьте аккуратны с отношениями на работе, например, да, особенно там с начальством. Здесь вообще может быть прям достаточно жесткая ситуация. Вы как без вины виноватые можете остаться. Будьте аккуратны. Так, еще ангелы вам говорят, вот прям напоследок, да, говорят, чтобы вы почаще проверяли сообщения, либо какие-то послания, какая-то информация написанная к вам придет, и эту информацию очень важно не пропустить и вовремя увидеть, обнаружить и дальше вот как-то использовать эту информацию. То есть, может быть, вы ждете, может быть, вообще не ждете, но вот что-то написанное к вам придет, что нужно вовремя прочитать, увидеть и использовать по назначению. Будьте бдительны, будьте внимательны. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.